Мы не должны себя вести так и поддаваться на провокации. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как из-за конфликта на границе страдают граждане двух стран. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Таджикский бизнесмен, который находился в Бишкеке в дни конфликта на таджикско-кыргызской границе, рассказал, как их там преследовали кыргызстанцы. Таджикский предприниматель, который не захотел называть свое имя в целях безопасности, утром 28 апреля пересек таджикско-кыргызскую границу. Когда мы пересекли границу, ситуация была спокойная, тихая и не было приграничных конфликтов. А уже утром 29 апреля мы были в Бишкеке, и там также, в принципе, ситуация была сначала нормальная. Мы спокойно и свободно ходили по делам. Но как только стала появляться информация с границы, ситуация резко изменилась, говорит наш собеседник. После обеда он уже находился на рынке Дордой. В это время здесь появилась группа людей, которая ходила по базару и выискивала среди посетителей и прохожих таджиков. Это были 3-4 человека в гражданской форме, а рядом с ними милиционеры. Они искали таджиков, рассказывает предприниматель. Они останавливали прохожих, которые были внешне похожи на таджиков, и требовали показать паспорта. Если не таджик, отпускали. А если выяснялось, что таджик, забирали с собой, увозили. И говорят, что допрашивали и брали с них деньги. 30 апреля, примерно в 4 часов утра, по его словам, в гостиницу «Талас», что рядом с рынком Дордой, пришли несколько человек, назвавшиеся участковыми, и группа неизвестных лиц в гражданской форме, вооруженные ножами. Они угрожали и оскорбляли женщин. В этой гостинице обычно ночуют предприниматели, которые приезжают на этот базар за товаром. Они проверили паспорта постояльцев, но забрали только таджикские паспорта. При этом угрожали и оскорбляли. Женщины от страха чуть не прыгнули с крыши. В итоге они забрали более 25 паспортов наших женщин, предпринимательниц, которые были в гостинице, и ушли, говорит предприниматель. Об этом ему рассказали сами женщины. Он рассказал, что паспорта также были изъяты у женщин-предпринимательниц, которые снимали квартиру недалеко от рынка. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь мы не должны разжигать межнациональную рознь. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам предпринимателя, уже на следующий день женщины из-за страха переселились в гостиницу, где проживал в том числе и наш собеседник. Она хорошо охранялась, и туда не могли зайти посторонние люди. По его словам, женщины обратились в таджикское посольство, а также в милицию Бишкека, и после допроса последние начали поиски паспортов, но их так и не нашли. В посольстве женщинам сказали, что в случае, если не найдут паспорта, им дадут для возвращения на родину справку. Я знаю, что только перед отъездом они сами как-то нашли паспорта. Те, кому удалось вернуть паспорта при помощи посольства и милиции, получили их бесплатно, а те, кто сами как-то нашли, им вернули их за $120 каждый. Им сказали, что эти деньги будут отправлены в фонд гуманитарной помощи для пострадавших в Баткене. Но в милиции и посольстве так и не сказали, кто забирал паспорта предпринимателей, только выяснили, что человек, который представился участковым, был на самом деле гаишником. Предприняли ли в отношении него что-то или нет, я не знаю, говорит бизнесмен. Но до Бишкекского аэропорта таджикские бизнесмены ехали с сопровождением. Таджиков также задерживали и в аэропортах. Они говорят, что ощущали на себе давление, которое их угнетало. Как вы относитесь к такому? Понятное дело, что в каждой стране есть подобные инциденты, но мы должны о них говорить и призывать делать все, чтобы это не повторялось. Ведь любой конфликт можно решить мирным дипломатическим путем, а подобные инциденты рушат отношения соседей на всю жизнь. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!